Салахадин Амирханов к прививке от полиомиелита готов. Спокойствию малыша можно позавидовать. Измерить температуру, послушать легкие и проверить горло. Врачи прививают только полностью здоровых детей. Обязательную процедуру перед вакцинацией трехмесячный ребенок прошел. Это именно тот возраст, когда детей впервые прививают от опасного вируса. Мама заботится о его здоровье. Полиомиелит проникает в организм через рот и размножается в кишечнике. Там он способен сохраняться до 4 месяцев. Коварная инфекция передается через немытые руки, грязные игрушки, предметы быта воздушно-капельным путем. Причем симптомы вируса не отличаются от простудных. Первые симптомы никогда диагноз трудно очень бывает поставить. Почему? Потому что они одинаковы для всех инфекционных болезней. Это слабость, это потеря аппетита, это может быть головная боль, может быть рвота, также может быть раздражение стула, жидкий стул, расстройство стула может быть. И в этот момент это так протекают все инфекционные заболевания. И только когда уже появляется слабость конечностей, допустим, это мышцы рук, мышцы верхних конечностей, нижних конечностей или шеи, туловища, вот только тогда уже мы можем заподозрить, что это полиомиелит. При паралитических формах полиомиелита возможны осложнения со стороны различных органов. Говоря о дыхательной системе, из-за нарушения работы межреберных мышц развивается дыхательная недостаточность, вплоть до полной невозможности дышать самостоятельно. По данным ВОЗ, во всем мире от инфекции ежегодно умирают или становятся инвалидами до 5 миллионов детей. Один из 200 случаев инфицирования полиомиелитом приводит к необратимому параличу, обычно ног. Из числа заболевших 5-10% умирают. Очень длительный восстановительный период, годами, но чаще всего это процесс необратимый. И в случаях поражения дыхательной мускулатуры, то это смерть. Многое поменялось со временем, да, вот до прививочной эры, конечно, таких случаев было много. Сейчас, когда стали вакцинироваться, такие случаи – это большая редкость. Но они все-таки есть, потому что этот вирус, он циркулирует у нас в природе. Препараты хранят строго по инструкции с соблюдением температурного режима. Все вакцины, а это живая и инактивированная, в больнице есть в наличии. Препараты хранят строго по инструкции с соблюдением температурного режима. Повода для беспокойств нет. Сроки проведения прививок против полиомиелита определены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации. Они обязательны и делаются детям трехкратно с интервалом в 30 дней. В дальнейшем ребенку проводятся 3 ревакцинации. Противопоказания есть, но они чрезвычайно редки, и определяет их только врач. В моей практике не встречались проблемы заведения полиомиелитной вакцины, то есть никаких последствий, никаких осложнений после полиомиелита не было. Может повыситься температура, потому что мы малую дозу вируса, получается, вводим в организм, да, на что вырабатывается иммунный ответ. Конечно, может у ребенка повыситься температура, быть такое легкое недомогание, но это в пределах нормы. В связи с массовым отказом от прививок против полиомиелита и других опасных инфекций в республике пройдет почищающая иммунизация. Мера необходимая. С апреля по май с 3 месяцев и до 14 лет включительно детей будут прививать инактивированной вакциной. Амина Зязикова, Белала Хильгов, Магаз 24.